Всем привет! Сегодня у нас на канале обзор очередного заказа. Это один заказ. Жанат, приветствую. Казахстан, Алга. Ну и приступаем к обзору. Начнем вот с этого, наверное, да? Вот эти убираем. Это вот ваш нож. Сделал такой эффект состаренности из дубленой кожи, ручная прошивка, залакировал, заплел конский волос, и вот так вот, если он будет висеть с правой стороны, да, вот человек, и волос вниз смотрит. Вот. Ну, степнякам, наверное, все это знакомо. Сквозное отверстие. Нож он будет сидеть там, на дереве. Сам нож он вон такой. Так, это следы. Надо убрать. Пальцем обляпал. Сталь 95 Х18, кованый дол. Следы паковки есть. Кап березы в коричневом стиле. Вот Жантайтаз. Название рода. И узоры оттуда. Ну так стилистически похожим. Как попросили. Где-нибудь здесь или здесь вставлю, как оно выглядит, родовой. Вот такой вот нож. И в таком же стиле вот отцу из ножны из хвоста крупнорогатого скота. Там внутри на камеру хорошо передастся или нет. Ну, на глаз хорошо видно. Короче, структура дерева, чтобы видно было, сделал. Там специально покрасил. И кожу, саму кожу ножом мелким, маленьким, малым якутским ножом. Соскоблил все, чтобы прозрачность была. Сквозное отверстие. И тут вставил харасхал без харак. Ну, в переводе это пятиглаз, но, как сказать, как-то это не так слышится, чем по-якутски. Харасхал — это оберег. Это самый сильный, мощный оберег. Это еще календарь самый древний. Лето, солнцестояние летнее, зимнее, весеннее, осеннее равноденствие. И тут календарь как раз как по природе идет. Григорианский календарь, он это такой специально придуманный, а это вот как раз по природе идет. Ритм природы, если поддерживаешь, у всего есть свой ритм. Если это поддерживаешь, у тебя все будет хорошо. Также здесь, если висит справа, волос смотрит вниз. И, ну, должно быть вдоль или вниз. Вытаскивается он тоже вот упором, большим пальцем. Если он стянется, да, вот так вот, то надо упор делать. Если слишком сильно стянется, надо двумя руками и упереть и надавить. Но он, я там сошкурил, подработал. Так не должно случиться. А если начнет нож падать, так не падает, то на воде с блюдечком посадил, когда мокрая. Тут нужен целлофанчик такой и надел обратно. Потом еще это замотал, ну, чтобы так засохло. Это с годами, в ближайшие годы так не будет делать.
Это везде так. Даже такие ножны с годами другой становятся. Вот, сам нож вот такой в красноватом стиле. Все, обляпал тут. Тоже 95 Х18, кованый дол. Здесь следы паковки. Тут вставка из красного дерева. Я не знаю, как называется. У меня там есть кусочки. И вот тоже узоры родового. Вообще, я этот узор посмотрел, посидел. Да? Он очень хорошо придуманный вообще. Со смысловой нагрузкой вообще четко. Вот это вот батур, да? Вот два батура стоят. И они образовывают батура посередине. Это эгрегориально вообще четко работает. Это предки образовывают тебя. Предки и высшие силы. Или если вот нас брать, да, мы со своим сплоченностью, силой образовываем следующее поколение. Вообще круто. Хороший узор. Тут также Аджантайтас. Название рода. Вот такие вот у нас получились ножи. Красавчики вообще. Мне самому понравилось. Ну и правило. Да, правило. Ну, вот такие дела. Ну, это большой. Это на другой. Сейчас покажу. Вообще этот. Как этот тесак. Ну, такой. Чтобы таким работать. Это будет в следующих роликах когда-нибудь. Ну, скоро, наверное. Короче, он работает как правило, да, на ноже. Покажу на другом ноже. Вот работаем, допустим. Раздираем кожу и вот палец сюда и правим. И пошел дальше работать. Посмотрите как-нибудь в интернете, как разделывают профессионалы мясо. У них там длинный этот. Ну, правило у них свое. Короче, какое-то там заводское. И все время правят. Это вот древний вид правила. И оно сделано в виде оберега. Сю и ба руна. Сюбе. Да, с двух сторон тоже нас образовывают. Сюбе. По совету Нижнего и Верхнего миров. В древние времена у кого есть огонь, тот красавчик, добывающий огонь. И вот тут я вот чикал. Зачем? Все равно работает. Зачем на камеру показывать? Тут обожгу еще что-то себе. Вот так вот. Он висит. Я тут ремень подготовил. Вот человек носит, да? Он просто здесь висит вот так. С этой стороны. Вот так. Это накручиваем сюда. Так. Много раз. Небрежно так. И вот так вот. Он не выпадет. Его резко вытаскивать надобности нет. Он там висит. Захотел огонь, берем. Спокойно, медленно вытащил. А когда разделываем тушу, то чтобы он просто висел и болтался там возле колен, возле где-нибудь там. И вот когда разделываем, сразу правим. Это вот по традициям древней. Такой вот. И имеет смысл оберега и вот рабочую тоже. Правило и огниво. Все. Ну, и теперь приступаем к такому нашему маленькому тесту. Начнем с этого, потому что начинали с этого. Вот опять же вытаскиваем большим пальцем. Вот он нож наш. Газета. И чуть добавил еще тут деревяшки. Я же сам тоже по деревяшкам показываю. Тестирую. На камеру тоже, наверное, надо показать. Начнем с рога нашего. Смотрим
пористую часть. Здесь вот твердые части остались еще. И нам надо оттуда стружку. Стружка есть. Вот это вот сосна. Нет, последний позже. Вот это вот как называется? Тить. Лиственница, во. Твердая. Вот его стихия якутского ножа. Они гвозди. А вот сосна. А это вообще легко идет. Итак. Газетку. Ну, кожа, простая кожа. Кожица лишнее уберем. Сколов и задиров нет. И вырежем буковку какую-нибудь. Хоп. Итак, смотрим. Вот буковки. И что за буковки-то у нас? Каилахтарга анан сударства гимна театра. Для победителей государственный дым зазвучал. Вот. Я думаю, символически все эти буковки у нас вырезаются на канале. О, победитель. И теперь для отца. Подарок для отца смотрим. Тоже начнем. Тоже начнем вот с этих. Из рога. С рога получается. Вот. Он когда разделываешь мясо, он же касается кости, а не гвоздей. Вот. Лиственница чуть краснее. И вот когда рез есть у него, блеск есть. Ну, твердый. Вот. И вот сосна. У него даже звук другой. Так. Возьмем газетку. Так, что тут детишки, ребятишки, а тут красавицы. Ладно, снизу. А, вначале не показал, да? Ладно. И буковку. Что тут у нас? Бумажка-то есть. Тут не сквозная. Нет, это другой. Он с красавицей. Со смыслом, чтобы было. Вот. Есть. Ага. И будем смотреть. Что там. Был бир. Был биргелар был пут он тетцела. В этом году 14 лет совместной жизни наши. Так написали. Газета. Наверное, что-то знаковое тоже. Будем считать. Ну вот. Якутский нож должен работать так, а не рубить гвозди. Не считайте, что это там какой-то меч-кладенец, там что-то такое. Он нож, нож как нож. Режет, держит лезвие, и все на этом. Вот эти изверги, которые там страшное тесто устраивают, они форматируют людей, мышление людей вообще на
Вот это вот всякие. Человек вообще думает, что он якутским ножом может будет теперь и резать все, колотить все. Зачем? Это все лишнее. Так нельзя делать. У стариков ножи всегда острые, потому что они точить умеют, потому что они берегут его. И они кому попало в руки не дают нож. Даже у дедушки бывает иногда. Дедушка просто так не даст. Он будет смотреть, как ты им пользуешься. Ну, вообще, в стороне, где ты там на кухне пользуешься и так далее. Он может вообще ружье не доверить, коня и так далее. Ну, он же смотрит. И отец тоже. Он свой нож тебе не даст. У тебя же свой. Тупой, который ты не умеешь точить. Вот ими пользуйся. Типа так. На сенокосе также. У каждого своя коса. Он косой этим хорошо управляется. Точит сам. И все. И хорошо идет, не устает. А ты со своей тупой косой, вон, работай, сколько силы есть. Силы есть, ума не надо, называется так. Молодой же. Крепче плечи будут. Руки, пальцы. И тот, который бережет режущую кромку, он будет ровно куда надо направлять. Ну, рез-то прям в кости туда не будет направлять. Это вот браконьерам, ну, извините, да, за пример. Вот у всяких рубящие есть отдельно другие. К тем, которые быстро надо. Вот этими руби, ну что он другой. Плавный рез, направленный. Вот и почерк, кстати, связан с этим тоже. У кого красивый почерк, он потенциально уже будет нож направлять куда надо. Даже вот тут у японцев есть же специальная каллиграфия для воинов. Он потом мечом также будет направлять. И он по открытой части, где нету доспеха, будет бить. Аккуратно управляя клинком. Ладно, хорошая философия, наверное. Каждый, наверное, себе все равно выберет свой путь. Насчет рун, кстати, тут я сделал руны. Ну, смотря какой заказ, да. Родовой. С родовыми этими узорами. Я усилил тут сильные, короче. Тут на силу предков призыв. Вообще родовой эгрегор, он самый сильный. Вот такие вот заклинания написал. Древние. То, что там на камнях написано более 5000 лет назад. Если есть интерес насчет рун и законов мироздания, они все связаны. В описании будет ссылка на мой второй канал, там, где я объясняю про руны. Там надо просто посидеть и подумать, о чем вообще автор говорит. А не так, чтобы все мелькало. Клиповое мышление сейчас развито у людей слишком сильно. Вот все эти тиктоки, все, что меняет, то сосредоточиться человек вообще не может сейчас. И там направлено все на думающего человека. Там постепенно, шаг за шагом будем идти к основам мироздания. Ну ладно, хорош уже разговаривать. Подпишитесь, ставьте лайки, делитесь с близкими, заказывайте хорошие качественные ножи,
у якутских мастеров. Я не говорю, что у меня самый лучший. Просто якутский нож, он якутский же. Они там, где-то там сделаны. Вот. У якутов заказывайте. У якутских мастеров. Всего хорошего. Казахстан алга!